Привет! С вами Наталья Радкевич, менеджер по продуктовой коммуникации Siberian Wellness. И сегодня мы поговорим с вами про очень интересные две разновидности, по которым различают кожу. А мы поговорим про типы кожи и про типы старения. Это невероятно интересная информация, поэтому я уверена, вам будет очень полезно. А также мы поговорим о том, как их различать, и вы сможете определить, если вы до сих пор не знаете, свой тип кожи и свой тип старения. Ну, начнем мы с типов кожи. Да? Вчера мы с вами разговаривали о том, из каких слоев состоит кожа. И это также была важная информация. Надеюсь, что у вас она усвоилась. Часто нам задают вопрос наши знакомые, важно ли учитывать тип кожи при подборе косметики. Да, конечно, его хорошо бы знать. Да, поэтому эту информацию я тоже решила включить в наше обучение. Итак, какие типы кожи бывают? Да, различают везде, во всех источниках 4 типа кожи и одно основное состояние, которое сейчас слишком часто встречается, чтобы мы могли его проигнорировать. Первый тип кожи – жирная. Это кожа, которая вырабатывает сверх нормы сального секрета. Да, вот то, что вырабатывается из пор, выделяется на нашей коже. И кто-то называет это жиром, кто-то называет сальным секретом, себумом. Это все про одно. Если кожа там, работает сверх нормы, да, вырабатывает больше, то это часто приводит к тому, что поры забиваются, поэтому такая кожа, она почти всегда блестит. Она имеет часто забитые поры, черные точки. В юности это еще и угревые высыпания. Или же даже более серьезная проблема – это заболевание акне, да, которое отличается большим количеством этих высыпаний. Ну, с возрастом она немножечко успокаивается, высыпания возникают все меньше, но она всегда остается более плотной, толстой, и на ней всегда есть расширенные поры. То есть в случае с жирным типом кожи могу сказать, что поры – это отличительная черта, это не дефект. Не думайте, что это какой-то недостаток, это особенность, да, вашего типа кожи. Поэтому сказать, что есть какие-то средства, полностью убирающие поры, я не могу, это было бы неправдой. Держите поры чистыми, старайтесь использовать маски с глиной, вяжущие тоники, то есть балансируйте кожу и помогайте ей избавляться от излишков сального секрета, но бережно и мягкими средствами. И тогда ваши поры будут меньше расширяться, и они будут менее заметны на коже. Но полностью стереть их невозможно с лица, потому что это как цвет глаз. Для жирной кожи это особенность этого типа. А, У всего в этой жизни есть две половины, ну, как бы две стороны медали, поэтому жирная кожа, с одной стороны, да, в юности вы наверняка печалитесь, что она не безупречна, быстро плывет макияж, много сального секрета, кожа блестит как блинчик, часто возникают вот проблемы и высыпания, но эта кожа почти не знает, что такое морщины. Стареет она медленнее, и вот такую плотную складочку очень сложно как бы сжать в морщинку. Она не дает морщинок. И следующее, что тип кожи, про который я хочу вам рассказать, это комбинированная. Она, в общем-то, похожа на жирную тем, что у нее есть такие же участки. Это лоб, нос, подбородок. То есть вот эти вот зоны, которые образуют букву Т, да, Т-зона, они выделяют больше сального секрета. И здесь тоже могут быть и блеск, и черные точки, и забитые поры, и воспаление. То есть это кожа жирная. Но на щеках у такой кожи комбинированной часто бывает кожа либо нормальная, либо даже сухая. То есть за ней нужно ухаживать осторожно. И если вы, например, любите маски, то лучше делать такой мультимаскинг. То есть сюда мы будем наносить маску с глиной, например, чтобы она вытянула излишки сального секрета, а сюда будем наносить увлажняющую или питательную, потому что здесь у нас сального секрета в норме, либо недостаточно. Поэтому такой популярный, кстати говоря, но не самый простой выходит тип кожи. А, Здесь такое нужно, да, балансировать, понимать, где у вас пожирнее, а где по суше, и по-разному немножко ухаживать за разными участками кожи. Нормальная кожа тоже бывает. Про нее часто шутят косметологи, что редко видят или почти никогда не видели, но вроде бы она есть. Это кожа, которая
у нее все в норме сального секрета, нормальные поры, практически незаметные, ровный тон, хорошая упругость, хорошая увлажненность. То есть она беспроблемная. Если вы сейчас считаете, что ваша кожа именно такая, ну, вам повезло, вам будет проще поддерживать ее молодость и красоту. Но еще раз повторю, что это редкий тип кожи, поэтому единицам так повезло, остальным приходится все-таки посложнее в уходе за своей кожей. Сухая. Сухая кожа вырабатывает мало сального секрета. Здесь, наоборот, дефицит, недостаток. Поэтому для этой кожи важно, чтобы вы ее всегда с самого раннего возраста, чуть ли не с 18-20 лет, ее нужно увлажнять и питать, увлажнять и питать. Почему? Потому что вот этот сальный секрет, который она должна вырабатывать сама, это наш собственный природный крем, который все время смазывает, да, нашу кожу и делает ее более эластичной и защищенной. Если вот этой естественной смазки наша кожа недополучает, то любая мимика, улыбка, там, нахмурились, зажмурились, все это будет приводить к новым морщинам. Поэтому сухая кожа, здесь нужно, чтобы вы в свои руки взяли управление, уход за ней и старались ее все время увлажнить и напитать. Но в молодости это самый благополучный тип кожи, потому что нет никаких высыпаний, пор не видно, кожа ровная. То есть ее можно сравнить с там, чистым листиком бумаги. Вот, вот такой вот лист бумаги. Но что происходит, если, например, этот лист бумаги, вот если вы улыбнулись, нахмурились, зажмурились, вот что происходит, друзья. И даже если мы сильно разровняем этот листик бумаги, он уже никогда не будет прежним. Поэтому не нужно расслабляться в молодости, видя, что кожа ведет себя благополучно. Важно вовремя понять, пор не видно, стягивает после умывания, тонкая. То есть вот, чтобы вы поняли, какая у вас кожа, возьмите себя вот здесь вот за ручку, вот здесь вот. Вот эта тонкая кожа, сухая у всех. Она сухая у всех нас в области век, она сухая у нас на руках, и часто она сухая у нас, ну, может быть, чуть-чуть более жирная в области шеи. Вот. Это самые сухие участки. То есть она вот здесь вот пор не видно, видите, и кожа просвечивает, и нету почти жировой клетчаточки. Вот так выглядит сухая кожа. А теперь возьмите себе, сделайте складочку на животике. Ну вот я покажу вам на своей щечке, потому что у меня комбинированный жирный тип. Видите, складочка потолще, чем на руке. Вот. И такую складочку уже вот так вот в морщинку смять невозможно. Поэтому моя кожа не будет страдать от морщин сильно, да, у нее будет другая печаль, об этом мы сейчас поговорим. То есть можно сказать, что из типов кожи вытекает тип старения. Если вы хотите, не понимаете, какой у вас тип кожи, вы можете провести домашний тест. Вам нужно утром умыться просто водой, без очищающего средства, то есть просто водой. Промокнуть лицо бумажной салфеткой или тонким полотенчиком и походить где-то час-полтора, а может быть даже и 2. Ну вот в какой-нибудь выходной день, когда вам не нужно никуда выходить, не наносите крем, не наносите никакую косметику после очищения. Походите пару часов, потом возьмите обычную бумажную салфетку и приложите ее полностью к лицу. Промокните прям так хорошо. Если на салфетке везде будут, да, пятна жира, кожа жирная. Если пятна в основном будут на лбу, да, лоб, нос, подбородок, Т-зона, кожа комбинированная. Если небольшие незначительные пятна по всему, да, как бы лицу, как бы, ну, по всей салфеточке, кожа нормальная. И если пятен не будет, сального секрета не выработалось, вам будет дискомфортно ходить эти 2 часа, знаете, что у вас сухая кожа. Это самый простой тест, который можно провести в домашних условиях. И еще есть такое состояние, как чувствительная кожа. Это состояние, почему я о нем говорю и почему я его почти что включила в типы кожи. Потому что оно сейчас очень распространенное. Это состояние, в котором может оказаться любая кожа. Жирная, комбинированная, нормальная, сухая. Абсолютно любая не застрахована от этого. То есть это своего рода истерика для кожи. То есть когда кожа краснеет, когда вам неприятно, возникает покалывание, чешется, шелушится. То есть вот эта вот, да, реакция, похожая на аллергическую, когда она возникает довольно часто, говорит о том, что ваша кожа
чувствительная, она может стать такой из-за стрессов, да, если говорить про причины. Она может стать такой из-за неправильного ухода. То есть если, например, пользоваться скрабами или пилингами каждый день, ваша кожа не выдержит и через там, недельку станет чувствительной, потому что ее нельзя очищать до скрипа, ее нельзя такими травматичными процедурами, да, где, после которых она должна восстанавливаться, нельзя ее подвергать каждый день. Поэтому очень часто чувствительную кожу получают обладатели жирной, после того, как начинают пытаться всячески сделать ее суше. Используют спиртовые продукты, какие-то лосьоны, чтобы прижигать воспаление. Используют пилинги слишком часто. А, Кожа в таком случае очень быстро может стать чувствительной. Неправильное питание, да, как я уже сказала, стрессы, зима, очень часто перепады температуры, которые вот мы находимся дома, у нас там плюс 25, вышли на улицу минус 20. Представьте, какой перепад температуры для кожи, это жуткий стресс, поэтому зимой она тоже часто бывает более чувствительной, чем, например, весной или осенью. Это все моменты, их важно учитывать. Почему нам важно понимать, что кожа сейчас, например, в состоянии чувствительности? Это может быть иногда или это может быть постоянно. Если ваша кожа всегда чувствительная, и вы просто мучаетесь с подбором косметики, вы должны всегда обращать внимание на комментарии. Там, для чувствительной кожи подходит, например, тогда можно брать для себя. И всегда проводите патч-тесты. Это тест на отсутствие аллергической реакции, когда вы вот сюда на локтевой сгиб наносите сначала средство, ждете 2 часа, если все нормально, наносите на область за ушко, если там все нормально, тогда уже наносите на лицо. То есть не пренебрегайте этими тестами, если вы знаете, что ваша кожа чувствительная всегда или часто. Тогда вы убережете себя от нового всплеска чувствительности. У меня кожа довольно чувствительная, поэтому иногда я сталкиваюсь с тем, что даже на привычные мне средства, любимые мной, иногда бывает реакция вот жжения, да, как бы покалывания, покраснения. И я понимаю, что моя кожа, значит, она потеряла свой иммунитет. Такое может быть после перелетов, после каких-то поездок, командировок, после стрессов. Я могу заметить, что такое у меня есть. Поэтому что делать в такие моменты? Использовать только самые мягкие, самые привычные вам средства. То есть ничего нового, ничего агрессивного, никаких пилингов, никаких кислот, никаких витаминов С. Что-то очень мягкое, привычное, не вызывающее раздражение. И, конечно же, это самое главное мягкое очищение, которое у вас должно быть. Почему чувствительная кожа включена в ту же таблицу, что и типы кожи? Потому что если ваша кожа сейчас чувствительная, то все равно, к какому типу она относится. Вы должны подбирать средства именно по этому критерию, ориентируясь на то, что сейчас она чувствительная. То есть пока она не будет спокойна, пока она не будет здорова, ничего нового и ничего там эффективного, такого, что может вызвать у вас сейчас раздражение, вы использовать не можете, потому что это скорее навредит, чем принесет какую-то пользу. Что же происходит с нашей кожей, да, вот такой вот, которая как пирожное макарони, где есть и эпидермис, верхний слой, и дерма, более глубокий слой, и подкожно-жировая клетчатка. Что же с ней происходит? Какие процессы влияют на то, что кожа стареет? Да, давайте посмотрим на это. У всего есть две причины. Одна причина внутри нас, другая причина снаружи. Да? То есть, ну, комплекс причин, скажем так. Что влияет изнутри? То есть понятно, что все живое в этом мире имеет свой жизненный цикл, постепенно стареет, да, и погибает. Что происходит в нашем организме, что приводит к старению кожи? Ну, как я уже сказала, первое — это замедление процессов обновления. То есть верхний слой эпидермис обновляется медленнее, кожа становится более тусклой, на ней более заметны морщины, пигментация. Кремы работают не так эффективно, и результат вы видите дольше, но больше времени нужно на это. Это происходит начиная с 20-25 лет. Постепенное, незаметное глазу уменьшение скорости процессов в коже. Как я уже говорила вчера, еще раз, да, повторим, что в возрасте 20 лет
25 лет, клеточный обмен вот клеток эпидермиса составляет около месяца. В возрасте около 40 лет это 2 месяца, в возрасте 60 и старше это 3 месяца. 3 месяца нужно, чтобы обновились клеточки, да, старые отшелушились, и на их место пришли новые клетки. То есть одна из причин того, что кожа стареет, да, и визуально ее внешний вид ухудшается, это замедление клеточного обмена. Второе замедление, да, это замедление работы фибробластов, которые находятся в глубоких слоях, в дерме. Они меньше активны, более ленивые и вялые, и они меньше дают сигнал на выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Чем меньше вот этих волокон, да, которые как пружинки поддерживают нашу кожу, вот этот каркас, да, не дает обвисать, не дает сгибаться в морщинку. Чем меньше коллагена и эластина, тем более вялой, дряблой, морщинистой и такой плывущей становится наша кожа. Также это происходит с возрастом. Следующая внутренняя причина — это потеря влаги. Да, также я вам вчера уже упоминала, что мы с вами похожи на огурчики. Я люблю сравнивать с виноградом и изюмом. Когда мы молоды, да, это виноградинка, наполненная влагой, сочная, плотная. Чем старше мы становимся, тем меньше ценной влаги сохраняется внутри, да, она испаряется из кожи. Есть такое понятие, как трансэпидермальная потеря влаги. Плюс, если мы мало пьем, да, не соблюдаем питьевой режим, это тоже влияет на то, что наш организм обезвоживается. А вода очень важный для нас ресурс. Мы самый главный цветок, который нужно поливать в течение жизни, не забывать про это. Больше чистой воды внутрь и, конечно же, косметика с увлажняющими компонентами. Вот чтобы мы как можно медленнее из виноградинки превращались в изюминку. Ну и еще одна причина внутренняя. а, Есть такая гипотеза, называется свободно-радикальная теория старения, которая говорит о том, что виновники старения кожи — свободные радикалы. Что это такое? Это клетки, которые образуются в результате окисления кислородом. То есть мы с вами дышим кислородом, в результате у нас вырабатывается, да, как бы из кислорода получается углекислый газ. И вот этот, как, знаете, побочный эффект от вот этого дыхания у нас образуется небольшое количество свободных радикалов. Они, кстати, тоже нужны нашему организму, но в небольших количествах. Если мы неправильно питаемся или питаемся вредной едой, если мы много нервничаем, если мы часто бываем в плохой экологии, живем в загрязненном климате, если у нас есть вредные привычки, количество этих свободных радикалов в организме увеличивается, и уже он сам справиться не может. И начинают повреждаться здоровые клетки всего нашего организма, в том числе клетки кожи. И это одна из причин того, что начинается ускоренное старение и сопутствующие заболевания могут возникнуть. Поэтому важно, чтобы рядом с нами всегда были помощники — это антиоксиданты, противоокислители. И это витамины. Их очень много в овощах и фруктах, а также мы с вами уже имеем привычку принимать дополнительные витамины и рыбий жир, источники антиоксидантов в виде биологически активных добавок. Это тоже, конечно же, польза и помощь нашему организму и замедление процессов старения. К внешним факторам что относится? Ну, внешние факторы — это то, что зависит от нас. Да? Если внутренние факторы от нас не зависят и повлиять на это как-то сложно, то внешние факторы зависят от нас, ну, почти полностью мы можем на них влиять. Первое, да, это что? Солнечное излучение. Особенно в странах, в регионах, где много солнца. Там женщины рано расцветают, красивые, но очень короток женский век красоты, потому что солнце быстро старит. Солнце вызывает пигментацию, солнце нарушает выработку коллагена и эластина, кожа становится более дряблой, глубокие заломы, морщины образуются на ней. Это все результат того, что мы чувствуем, не чувствуем опасности, не защищаемся от солнца. На самом деле солнце — это очень грозный источник раннего старения, скажем так. Поэтому, если вы живете в жарком климате, особенно летом, кремы с высоким фактором защиты обязательно у вас должны быть.
Несбалансированное питание. Не секрет, что мы — это то, что мы едим. Поэтому если вы используете мало белка, не используете, да, как бы в пищу рыбу, и у вас не хватает жирных кислот, то кожа тоже стареет раньше положенного. А, Быстрые углеводы, сахар, сладкое тоже приводят к тому, что в коже происходят необратимые процессы, и коллаген становится жестким, и вот носогубные складки, которые залегают с возрастом, это не что иное, как вот такие жесткие сшивки коллагена, которые уже ничем не разгладить. Поэтому меньше сладкого, здоровее и красивее кожа. Физические нагрузки. Если они есть в вашей жизни, если вы много ходите, там, бегаете, занимаетесь спортом, это тоже влияет на кровообращение, да, на скорость обменных процессов и на внешний вид вашей кожи. Если вы много сидите и мало двигаетесь, и редко бываете на улице, ну, стоит ли удивляться, что кожа тусклая и вялая? Конечно, нет. Стрессы, к сожалению, тоже влияют очень сильно на то, как мы выглядим. Не зря есть очень много выражений, таких как «она почернела от горя», например, да, или «она светится от счастья». Действительно, наша кожа очень сильно связана с нервной системой. Пока мы находимся в утробе матери, да, у человеческого эмбриона, нервная система и кожа развиваются из одного лепестка. Поэтому они сохраняют вот эту связь друг с другом на протяжении всей нашей жизни. И если мы счастливы, мы будем выглядеть всегда значительно лучше, и кожа будет здоровее и моложе. Поэтому старайтесь находить источники радости вокруг себя, старайтесь снимать стресс и видеть прекрасное для того, чтобы ваша кожа светилась от счастья в том числе. Вредные привычки и болезни. Здесь тоже очень интересный механизм. Когда мы заболеваем, все полезное, что мы получаем из еды, в первую очередь, организм расходует на нужды жизненно важных органов. Так устроено, что самое важное для нашего организма, да, это сердце, легкие, печень, почки. Кожа, волосы и ногти не относятся к жизненно важным органам. Поэтому им из еды, да, поступает всегда по остаточному принципу, совсем немножко. Поэтому даже если вы правильно питаетесь, и вы молодец, и вы ведете здоровый образ жизни, вам, конечно, это большой плюс, но не рассчитывайте, что коже достанется чего-то много из еды. Это не так. И когда мы заболеваем, кожа вообще перестает что-либо доставаться. Именно поэтому после болезни и наша кожа, и наши волосы, и ногти еще долго приходят в себя и выглядят плохо. А почему после ковида у всех такое было выражение «постковидные лица», да, или «страшное выпадение волос»? Потому что весь ресурс организма уходит на восстановление, на жизненно важные органы, и совсем ничего не достается для кожи, волос и ногтей. Поэтому важно, чтобы еще так, как бы вы были здоровы, и в организм поступали в нужном количестве полезные вещества. Ну, вредные привычки, я думаю, вам тоже все понятно, что если мы не курим и не употребляем алкоголь, мы тоже будем моложе выглядеть, дольше сохранять свою молодость. И про стресс мы с вами поговорили, проживание в неблагоприятных экологических условиях. Действительно, плохая экология, загазованность, тяжелые металлы, которых много в воздухе больших городов, где много машин. Это все тоже приводит и к тусклости, и даже к образованию пигмента. Не только солнце виновато в пигментации, которая есть на лице у горожанок, но и тяжелые металлы, которые есть в воздухе, они тоже приводят, это такое называется полюция, загрязнение, вот такое урбанистическое, свойственное большим городам или городам, где есть производство, какие-то фабрики, которые в воздух высвобождают очень много вредных токсинов, ядов. Это тоже все очень сильно влияет на нашу кожу. Поэтому если вы живете где-то в зеленом райском уголке, это здорово, и это значит, что ваша кожа будет дольше выглядеть молодо. То есть посмотрите, мы почти на все можем повлиять. А сейчас, в наше время, даже можем повлиять и на проживание в неблагоприятных условиях, мы просто можем переехать. Все остальное точно зависит от нас. Да. Если вы любите солнце, как люблю его я, например, любите раннюю весну, чтобы все цвело, и овощи и фрукты, здорово, но просто не забывайте защищать свою кожу от солнечных лучей при помощи косметики. Таким образом, друзья, 80% старения — это то, на что мы можем повлиять. То есть уже абсолютно точно доказали ученые, что старение это не генетика,
оно зависит от того, какой образ жизни мы ведем, что нас окружает, какие привычки у нас есть. То есть это тот выбор, который мы делаем ежедневно. Пойти на спорт, не пойти на спорт, да, защитить от солнца или не защищаться от солнца, поесть полезное или съесть гамбургер, или там, тортиком закусить свой стресс, или же, не знаю, сходить с друзьями попеть в караоке и снять этот стресс абсолютно безопасным способом. Это постоянный выбор. И о том, что это действительно правда, говорят многие исследования, когда приводят интересные факты о жизни близнецов. Я встречала несколько таких интересных статей, что близнецы, женщины, разлученные в очень раннем возрасте, так получилось, не специально, вели абсолютно разный образ жизни. Ну, кто такие близнецы? Это люди, у которых одинаковая генетика. Да? И тут, в зависимости от образа жизни, после 40 они уже имели абсолютно разную кожу. Тот близнец, женщина, которая ухаживала за собой, не имела вредных привычек, она выглядела значительно моложе, чем ее сестра-близнец, которая любила фастфуд, имела вредные привычки, не защищалась от солнца, часто обгорала. И вот после 40 это разница в возрасте оказалась лет 10 между ними. Поищите такую информацию очень много в интернете, и вы убедитесь, что главное в том, как стареет наша кожа, это не генетика. Спасибо родителям, если они передали нам хорошую кожу, да, если у нас здоровый генотип. И вы видите, что в возрасте ваши родители выглядят молодо, и у них хорошая кожа. Но если это не так, не отчаивайтесь. 80% в ваших руках. И даже если вам дана прекрасная генетика, не надо расслабляться, да, нужно поддерживать ее, ведя правильный образ жизни. Можно сказать, что уход за кожей — это мозаика. Он состоит из питания, из сна, из питьевого режима, из физической активности, и в том числе из косметического ухода. Как мы уже с вами поговорили, да, в зависимости от типа кожи, который вы наверняка уже определили для себя, есть еще и типы старения. То есть вот эти все процессы внешние и внутренние на нас, безусловно, влияют, и наша кожа стареет. Мы поговорили про то, какие это причины. Давайте же посмотрим, какие бывают типы старения. И, конечно же, важно из себя определить, да, какой тип старения у вас. Начнем мы с одного из самых таких комплементарных типов старения, который выглядит очень эстетично. Посмотрите, да, женщины разного возраста, но видно, что почти нет деформации, лицо почти не оплывает, и морщинок не так много. То есть это тип старения людей с нормальной кожей, нормального типа, либо комбинированной. Не сухая, не сильно жирная, так не стареют. Старение выражается в общем таком снижении тонуса. То есть кожа становится более вялой, более дряблой, плывут уголки глаз, уголки губ, становится очень заметной и глубокой носослезная борозда, и в целом цвет лица становится более тусклым. То есть краски как будто стираются. Создается впечатление, что девушка не выспалась или женщина, как будто она устала, вот она отдохнет, наберется сил и снова станет такой же красавицей, как была раньше. К этому типу старения относятся, если вы вспомните, такие звезды, как Джулия Робертс, Мила Йовович, Софи Марсо, Кэти Холмс. Очень многие голливудские дивы относятся к усталому типу старения. И долгое время я думала, что это ну, такое везение, да, когда это почти незаметно, ты стареешь очень мягко, ненавязчиво, это все равно выглядит эстетично. Но сейчас я считаю по-другому. Дело в том, что эти женщины, для которых лицо и кожа — это инструмент, благодаря которому они работают, они, конечно, в себя очень много инвестируют. Они следят за собой, за образом жизни, который они ведут, и много ухаживают за собой, держат физическую форму, много тренируются. И именно поэтому у них вот такой мягкий, сглаженный тип старения. То есть для того, чтобы стареть так, мало иметь просто нормальную или комбинированную кожу, нужно еще следить за весом, спать нужное количество, то есть вести правильный образ жизни. Потому что если такая девушка, например, поправится, то ее тип старения сразу же перейдет в другой. То
есть важно, чтобы вы понимали, что это не халява, как бы и не везение какое-то, там, баловни судьбы девушки с этим типом кожи, с типом старения. Нет, это результат многолетней работы над собой, когда ты стареешь не так заметно, мягко, сглаженно, без каких-либо серьезных дефектов. Что же можно порекомендовать женщинам с таким типом старения? Ну вот у меня есть подборка средств, во-первых, да, видно. И что можно вообще в целом порекомендовать, если вы встречаете клиента, и к вам обращается знакомый, у которого усталый тип старения? Самое важное — высыпаться. Пить достаточное количество жидкости и здоровый сон — это вот просто обязательные правила прекрасного внешнего вида для этого типа старения. Из косметики в первую очередь, да, это увлажнение. Это одна из главных процедур. То есть увлажняющая серия, увлажняющее средство. И здесь у нас стоит как раз ампульный концентрат увлажнения, и есть серия, которая дает сияние и увлажнение. То есть здесь очень мощный увлажняющий комплекс. Это новая обновленная серия Expiralta Aurum. Также подходят кислоты для того, чтобы улучшать цвет лица, выравнивать тон. И здесь вы видите как пилинг из косметики с комплексом Endemix, так и пилинг Expiralta Platinum. Какой выбрать, решать вам. Сыворотка с витамином С, Expiralta Biomel, или же сыворотка из Expiralta Platinum. Это дополнительные средства, да, из серии, которые вы можете включать в свой уход, если у вас усталый тип старения, и они для вас будут максимально эффективными. Следующий тип старения — это мелкоморщинистый тип старения. Это вот то, что я вам показывала, да, сухая кожа стареет вот именно так. Еще в народе его называют печеное яблочко. То есть морщинок очень много, много на лбу, много в области век, много вокруг губ, да, то есть вся кожа, она как будто становится такой сморщенной и запеченной. Вспомните, что происходит с яблочком, да, когда мы его запекаем, вот оно все становится вот такое вот покрытая мелкими морщинками. Сильного обвисания нет, потому что обвисать особо нечему. Да, нет жировой ткани, жирового пакета. Вот кожа была сухая, поэтому она просто становится сухая, морщинистая. Признаки, да, вот такой, этого типа старения. Морщинки в большом количестве, много ранних морщин на лбу, много морщинок в области глаз, кисетные морщины вокруг губ, общее усыхание и плюс еще спутник мелкоморщинистого типа, часто это пигментация. И возрастная пигментация, и пигментация в 30 и 40 лет возникает чаще, чем у других типов старения. Поэтому основные задачи по уходу для этого типа будут борьба с пигментацией и постоянное увлажнение питания. Если вам хочется примеров звезд или известных женщин, которые имеют такой тип старения, то это Майя Плисецкая, да, если вы помните, там, Сигурни Уивер, актриса, которая снималась в фильме «Чужой, чужие». Шерон Стоун имеет мелкоморщинистый тип старения. И надеюсь, кто-то из них вам знаком. То есть это большое количество мелких морщинок, пигментация, кожа не обвисает, потому что обвисать особенно нечему. Что можно порекомендовать из уходовых средств и процедур для этого типа кожи? Можно порекомендовать прежде всего не иметь вредных привычек, потому что особенно для этого типа старения курение, например, это зло, потому что усугубляет сухость кожи и появление морщин вокруг губ. То есть кисетные морщины еще иногда называют морщины курильщиков, то есть их много и в силу типа старения, поэтому важно не иметь этой вредной привычки, чтобы не добавлять себе новых морщин. В домашнем уходе, да, на что уделяем внимание? Это бережное очищение, самое мягкое. Поэтому выбирайте, например, там, очищающие пенки. Обязательно нужно, чтобы было увлажнение. И увлажнение это может быть и в виде ампульного концентрата, и тоник-софтнер, прекрасное дополнительное увлажнение. Для питания используем питательные кремы, питательные маски. Здесь вот у вас есть питательная маска с комплексом Endemix. Есть крем
концентрированный, да, из бионетики. Есть интеллектуальный крем, который особенно эффективен для борьбы с морщинами всех видов, из экспиральта Platinum. И очень важно, чтобы были средства с пептидами, потому что пептиды передают сигнал клеткам дермы на омоложение. И вот здесь мы видим с вами дневной крем Экспиральта Platinum с пептидами, и он же с SPF. То есть SPF в дневном креме поможет защитить кожу и оказать профилактику от пигментации, и пептиды помогают постепенно омолаживать кожу. Ну и, конечно же, очень важно, чтобы а, постепенно включались и пилинги, например, 1 раз в 10 дней. Не так часто, как для других типов кожи, но они помогают избавиться от пигментации, например, и ускорить клеточный обмен. Следующий тип старения в России, он самый популярный, самый распространенный. То есть можно сказать, что это особенность славянская, такой тип старения. Называется он деформационный. Еще его в народе называют бульдожьи щечки. Вообще неэстетично звучит, поэтому давайте будем называть деформационным. Он чем характеризуется? Морщин почти нет или есть не только в области век, но тяжелые жировые пакеты, которые в молодости дают упругие щечки, яблочки, с возрастом это обвисает. Да, плывут щеки, плывут, нависают веки, образуются отеки и грыжи нижнего века. То есть у этого типа старения отечность — это один из факторов, да, один из признаков старения, и с ней очень сложно бороться. Поэтому здесь важно, чтобы была физическая активность, которая запускает отток лимфы, является таким естественным лимфодренажем. Важно соблюдать питьевой режим, отечность, с ней надо работать, и это не так просто при деформационном типе старения. Жир задерживает воду, и поэтому воды в лице, под глазами и вообще в организме больше, такой, которая задержана и дает отеки. Морщин как таковых нет, есть заломы, да, вот носогубные складки, морщины, которые образуются от уголка рта вниз, называются морщины скорби или морщины марионетки. И один из сопутствующих признаков — это купероз. То есть чаще люди с деформационным типом старения страдают тем, что у них вот есть эти красные сосудистые звездочки и в области носа, и на щечках, на подбородке. То есть кожа такая склонная к покраснению и с проблемами с сосудами тоже склонна. Из известных звезд, да, как бы, ну и вообще таких медийных личностей, это очень многие советские актрисы, такие как Ирина Муравьева, Наталья Гундарева, Алла Пугачева, кто еще? Людмила Путина, и многие-многие другие русские женщины. Я бы сказала, что, наверное, 70% россиянок имеют этот тип старения, и этот тип старения развивается из жирной комбинированной кожи. То есть именно она такая более плотная, более имеет больше подкожной жировой клетчатки, и, соответственно, она вот это вот деформационное старение, когда меняются контуры лица, это заметно. Европейки стареют, кстати, по-другому. У них чаще именно мелкоморщинистый либо усталый тип. У славянок деформационный тип старения. Что порекомендовать, если к вам обращается женщина с деформационным типом старения и просит помощи? Все, что нацелено на лифтинг. То есть нужны лифтинговые средства. У нас есть линейки лифтинговые в серии Экспиральта Хронолонг, да, укрепляющая сыворотка и крем. У нас есть концентрат ампульный с лифтинговым эффектом, да, который тоже помогает подтягивать. У нас есть маска подтягивающая, дренажная, криолифтинговая, так она и называется. Для того, чтобы уменьшить нагрузку на сосуды и показывать профилактику купероза, подойдет гель для умывания из серии с комплексом Endemix с омега-3, 6, 7, 9 жирными кислотами. Он, кроме того, что мягко очищает, еще и укрепляет стенки сосудов. Для того, чтобы меньше было, менее широкие были и выраженные поры, можно использовать матирующие маски, очищающие маски с глиной, которые есть у нас также в косметике с комплексом Endemix.
Что еще можно рекомендовать? Можно рекомендовать контроль веса. Чем меньше у вас будет жировой ткани, и в лице в том числе, тем меньше будет обвисание. То есть не хотите, чтобы это были там второй, третий подбородок, бульдожьи щечки. Нужно снижать вес, причем желательно это делать до 40 лет, и потом просто поддерживать оптимальный вес, а, чтобы не было больших колебаний и скачков, которые кожа уже тоже с трудом переносит. Да. Чем старше мы вспомним, тем все замедляется. Поэтому если вы решили похудеть сильно, кардинально в 50 или 60, это чревато тем, что кожа обвиснет и потом уже не восстановится. Поэтому уже здесь думайте и решайте. И еще один тип старения – мускульный. Азиатские женщины и мужчины, мужчины любой национальности часто имеют этот тип старения, и женщины и мужчины Азии тоже имеют мускульный тип старения. В чем он выражается? В том, что очень долго эти люди выглядят молодо, да, и очень сложно понять возраст настоящий, кто перед вами, молодой человек или уже средних лет, но старение наступает как-то очень быстро, буквально за год-два, то есть такое лавинообразное старение, не постепенное. И что здесь происходит? Тоже появляются более глубокие рельефные морщины, появляется пигментация, и основная поэтому борьба направлена на осветление, выравнивание тона кожи. И начинают опускаться, да, тоже наплывает века, опускаются уголки глаз и губ. В этом выражается старение. Поэтому что можно порекомендовать? Ну, кто известные люди, да, ну, как бы, азиатские актеры, например, Люси Лью могу привести в пример. Очень часто женщины-спортсменки, у которых сильно развита, хорошо развита мускульная часть, да, как бы, например, ну, Синди Кроуфорд частично, у нее вот, частично мускульный тип старения, Клаудия Шифер. То есть когда рельефно проступают мускулы на лице. Кэмерон Диас, актриса, тоже имеет мускульный тип старения. Что можно порекомендовать для тех, у кого мускульный тип старения? Для того, чтобы тоже выглядели эстетично и процессы старения замедлялись. Можно порекомендовать первое – увлажнение, которое для всех показано. Следующее – это работа с тоном. То есть это будет основа вашего ухода, работа с тоном. Это, конечно же, и отбеливающие маски. И у нас есть такая в комплексе, в коллекции с комплексом Endemix, причем это ночная маска, вы спите, она работает. Это защита, профилактика ультрафиолета, защита кремов с высоким фактором, то есть от 15 и выше. Это концентрат с бакучиолом, который помогает и выравнивать тон кожи, и бороться с морщинами, и бороться с высыпаниями. Такой вот он многофункциональный. Ампула с витамином С выравнивает тон кожи. И, конечно же, пилинг 1-2 раза в неделю. Пилинги, эксфолианты можно использовать. Также из серии Xperalta Platinum для того, чтобы бороться с пигментацией, выравнивать тон и омолаживать клетки, стимулировать клеточный обмен. Вот такая информация у нас с вами была на сегодня. Надолго не прощаюсь. До встречи завтра. И нас также ждет очень интересное погружение в портфолио компании Siberian Wellness.